эфире новости на телеканале Якутия-24. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале о темах этого выпуска. Жизненно важные препараты для Арктики. В Госсобрании Илтумен обсудили вопросы доступности лекарств для отдаленных районов республики. Главная артерия города уходит на реконструкцию. В Якутске возобновлены ремонтные работы по проспекту Ленина. Уникальная экспозиция. Расскажем о выставке «Ленский район мастеровой». На заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе рассмотрен ряд важных вопросов для Дальнего Востока. Трутнев отметил, что в текущем году в соответствии с поручением президента значительно увеличены средства федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в регионах Дальнего Востока. Плановое финансирование из регионального бюджета увеличено на более чем 446 миллионов рублей. Рассмотрены предложения регионов об упрощении получения разрешений на вырубку леса в целях обустройства минерализованных полос и противопожарных разрывов, предназначенных для защиты населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. К сожалению, этот вопрос с федеральными органами исполнительной власти пока находится на стадии обсуждения. И, конечно же, сегодня Юрию Петровичу дано поручение, чтобы ускорили этот вопрос, решение этого вопроса. И мы к пожароопасному сезону мы уже, надеемся, будем готовы по введению данной категории, то есть категории чрезвычайной ситуации регионального характера, межрегионального характера. Вот нас волнует как раз вопрос межрегионального характера. Вопросы доступности лекарств в отдаленных и арктических районах республики обсудили в Госсобрании Илтумен. Круглый стол на тему бесперебойного обеспечения труднодоступных территорий препаратами собрал представителей всех важных отраслей. В первую очередь Минздрава, Минтранспорта и Государственного комитета по ценовой политике Якутии. В 2020 году в республике вышел закон об особом режиме завоза товаров жизнеобеспечения. В него вошли жизненно важные лекарства. Это обезболивающие препараты для лечения коронавируса, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Чтобы в отдаленных районах не было проблем с поставкой лекарств, разработали план завоза. Как по железнодорожному пути через Нижний Бестях и дальнейшую транспортировку, а также по Северному морскому пути. На профильном комитете рассмотрят вопрос более детально, а сейчас члены круглого стола и депутаты Госсобрания внесли свои рекомендации. Включили механизм обеспечения через медицинские организации, то есть центральные районные больницы, потому что во всех центральных у нас районных больницах, улусах районах, у них имеются лицензии, в том числе законом сегодня разрешено территориально обособленные подразделения тех центральных районных больниц. Мы рекомендуем, чтобы определить уполномоченного оператора по республике. У нас такой оператор имеется, Сахафармация. В России планируют включить консультации психиатра в перечень бесплатных услуг при диспансеризации для переболевших COVID-19. Инициативу рассмотрят сенаторы совместно с Минздравом Российской Федерации. По словам главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Светенко, это позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19. А в столице региона возобновили ремонт главной дороги Якутска, проспекта Ленина. Напомним, капитальный ремонт проспекта начали осенью прошлого года. Они шли по отдельным участкам. В этот раз проспект Ленина закрыт на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Курашова. Также отметим, что с 15 февраля этого года закрыта дорога на участке от улицы Октябрьской до магазина Илин-НР. Сегодня дорожники в районе гостиницы «Лена» начали работы по демонтажу старого дорожного полотна. А вот устройство основания дорожной одежды на участке планируется после завершения подготовительных работ. Ну вот на сегодняшний день мы произвели закрепление проектных точек в натуру, вынесли. Приступили к работам по снятию верхнего слоя асфальтобетона, после чего приступим к разработке грунта, к выемке грунта на глубину порядка 1,5 метров. Вот, и к работам по устройству основания дорожной одежды. Вот. Также параллельно сейчас проводим работы по закреплению коммуникаций, пересекающих проезжую часть. То есть под проезжей частью проходит много сетей.
инженерных, которые нужно закрепить в натуру, чтобы их не повредить при разработке грунтов. Тем временем в Нерюнгри началась механизированная чистка дорог от снега. Несмотря на то, что в этом году зима выдалась малоснежная, февральские ветра образовали наносы на дорогах и, как следствие, произошло сужение проезжей части. Поэтому Нерюнгринской городской администрацией было принято решение приступить к комплексной очистке дорог. На улице вышла снегоуборочная техника, 2 грейдера, погрузчик и 4 автомобиля, осуществляющих вывоз снега. Очищена уже улица Черопчинская. Значит, в настоящее время ведутся работы по очистке улицы Ленина. В плане стоит в дальнейшем это проспект Мира, Южноякутская, Пионерная. Вот основные улицы, где в ходе проверки выявилось очень сильное сужение улицы и, соответственно, очистка. Продолжаются, естественно, работы по очистке тротуаров, естественно, значит, урн и автобусных остановок. Это мы, естественно, делаем в обязательном порядке. В автопоезда Удачнинского горно-обогатительного комбината установили оффлайн-навигаторы. Техника выполняет рейсы на Верхнемунское месторождение. Навигаторы используют впервые. Они помогут оперативно реагировать на дорожную обстановку как водителям, так и дорожным службам. С помощью оффлайн-навигатора водители автопоездов смогут регистрировать на проблемных участках гололед, заносы и нарушения дорожного полотна. Вся зарегистрированная информация поступает на сервер, который отслеживает служба безопасности движения. В свою очередь специалисты отработают все подтвержденные на трассе неисправности. Собранная информация полезна и службе безопасности движения, а также другим водителям на трассе. 85 единиц техники уже оснащены приложением. Водитель едет на своем автопоезде, видит какую-либо неисправность на ВТП, либо несоответствие ее какому-то должному значению, делает остановку, ставит соответствующий знак с дорожным событием, эту информацию проверяет, фиксирует ее, и все остальные участники дорожного движения, в том числе, которые идут за этим водителем, так и те водители, которые идут перед ним, видят эту информацию. Перейдем к спортивной теме. Сборная Якутии по хоккею с шайбой одержала победу на турнире «Сибириус», который проходил в Новосибирске с 11 по 13 февраля. В состав сборной среди ребят 2011 года рождения, кроме воспитанников якутского хоккейного клуба «Якутия», вошли также 5 нерюнгринцев из хоккейного клуба «Энергия». Подробности далее. В соревнованиях приняли участие команды из Якутии, Приморья, Алтая и Новосибирской области. Всего 6 команд. С самого первого матча наша сборная заявила о решительном настрое на победу, обыграв алтайскую команду со счетом 9-3. Хотя непредвиденные обстоятельства могли сыграть против. Мы улетали с Якутска. У нас в этот же день стояла игра. У нас начали переносить рейс. И мы начали переживать, что на него не успеваем просто-навсего. Но получилось так, что вылетели чуть с опозданием. И с аэропорта сразу на такси привезли детей за 10 минут до игры. И вышли на лед, думали, дети будут тяжелые. Перелеты, дело такое, детей утомляет. Но ничего, молодцы, справились. Вторая игра тоже была не из простых. 2 периода соперники из Приморья вели в счете. На 3-м периоде тренеры дали установки, и нашей сборной удалось одержать победу со счетом 6-9. Когда мы начали проигрывать, мы прибавили в скорости, прибавили в пасе и реализовывали свои моменты. Последняя игра была разгромной для новосибирской команды «Титаны». Итог матча 10-0 в нашу пользу. Кроме этого, нерюнгринцы привезли индивидуальные награды. Так, лучшим игроком матча с «Титанами» стал Назар Тундыков, лучшим бомбардиром турнира Артур Вебер и лучшим защитником Валерия Шмидт. Для каждого игрока важны свои качества. Прибавил во всем. Хотела ее получить, получил. Хорошо играть, давать хорошие пасы, забивать голы. Для защитника важна четкость, ловкость, скорость. Всего за 5 матчей наша команда забросила в ворота соперников 42 шайбы, а пропустила всего 15. Поэтому в случае поражения в последней игре Якутия все равно вышла бы победителем. Но хотелось уйти красиво, и это бесспорно получилось. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Год культурного наследия для Национального центра прикладного искусства СИМЭХ особенный. В этом году исполняется 30-летие центра. Сейчас работники сферы народного творчества курируют работу более 100 общественных объединений мастеров, также держат тесную связь с домами ремесел. В эти дни специалисты центра СИМЭХ готовятся ко Дню народного мастера, который был учрежден ровно 10 лет назад, в 2012 году, 21 февраля. Программа юбилейного мероприятия обширна. Запланировано шествие народных мастеров. Это будет 6-й парад талантов республики. Еще одно большое мероприятие – республиканская выставка «Якутия мастеровая», где соберутся мастера из разных районов. В 2009 году в Республике Саха-Якутия был принят закон о государственной поддержке народно-художественных промыслов. И такой же закон у нас имеется в Российской Федерации. И мы хотим в статье места бытования внести тоже свои предложения, где будут развиваться народные художественные промыслы, чтобы они установили определенные льготы по коммунальным платежам. Тем временем в Краеведческом музее Ленска открылась выставка «Ленский район мастеровой». Организаторы собрали экспозицию из более 160 экспонатов. Участники в возрасте от 16 лет до 91 года из многих населенных пунктов. Творчество участников не ограничивали определенной тематикой. Принимали участие все, кто мог своими руками произвести работы. Подробности в материале наших коллег. Выставку прикладного творчества в Ленском краеведческом музее проводят раз в 2 года. Это уже 3-я по счету. Организаторы говорят, количество экспонатов сменилось качеством. Работ стало меньше, но сами техники стали сложнее. У многих экспонатов здесь есть своя история. Вот этой картине, вышитой крестиком, более 30 лет. Схема картины передавалась по наследству, а все нитки подбирались вручную. А эта картина с авторской вышивкой серии «Аланхо». Первые сгорели, а это восстановленные. Участники выставки не ограничиваются в использовании материалов и техники исполнения. Мастера используют в изготовлении своих работ различные материалы. Это дерево, береста, кожа, шерсть, бисер. Работы различного формата. Это панно, одеяло, пледы, игрушки, куклы, аксессуары, одежда, обувь. Много и других работ, которые сложно обойти вниманием. Сумки-зефирки ручной работы, дорожки, выполненные на ткацких станках по мотивам ленских мастериц прошлого столетия, костюм казачки по мотивам Тихого Дона и женское платье в стиле начала 20 века, экспонат «Мамонт», выполненный из металла. Все работы можно посмотреть в каталоге Ленского историко-краеведческого музея. Здесь же можно узнать цифры и факты об участниках и экспонатах. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация о развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.